Уважаемые телезрители, вторая встреча сегодняшнего соревновательного дня между командами Татинского улуса и Горного улуса. Первая встреча состоялась между командами Среднеколымский улус и Усалданский улус. 3-0, со счетом 3-0 выиграла команда Усалданского улуса. Семен Афанасьев, первая категория, город Якутск. Второй судья Геннадий Назаров, вторая категория, Амга. Судьи на линии Гаврил Захаров, Влад Герасимов. Секретарь матча Аэлита Иванова, вторая категория, город Якутск. Главный судья соревнований Анатолий Чемерзанский, первая категория, город Якутск. Представили судейскую бригаду, которая будет обслуживать данную встречу. Приглашается стартовый состав команды Татинского улуса. Номер 1 Сергей Голоков. Номер 3 Денис Слепцов. Номер 5 Янсон Докторов. Номер 7 Ян Попов. Номер 9 Руслан Давиденко. Номер 18 Иван Потапов, капитан команды. Номер 17 Николай Находкин, либеро команды. Главный тренер Иван Турнин. Вам представили стартовый состав сборной команды Татинского улуса. Стартовый состав команды Горного улуса. Номер 6 Сарглан Яковлев, капитан команды. Номер 4 Виктор Лукин. Номер 10 Олег Николаев. Номер 2 Эркен Наумов. Номер 8 Анатолий Егоров. Номер 3 Сергей Амосов. Номер 1 Афанасий Кузьмин, либеро команды. Главный тренер Владислав Слепцов. Представили основной состав сборной команды Горного улуса. Изменений в основных составах нет. Главные тренеры выставили на данную встречу основные составы, игравшие 6, 4, 5, 6 июля. Думаю, что будет интересная встреча между обеими командами. Напомню, как продвигались по турниру данные команды. Татинская команда выступала в группе «Б», выиграла Чарапчинскую сборную со счетом 3-1, но со счетом 0-3 проиграла сборной команде Намского улуса. Команда Горного улуса играла в группе «С», проиграла команде Амгинского улуса со счетом 0-3 и сборная города Якутска со счетом 1-3. Победитель данной встречи будет играть за 9-10 место, а проигравшая команда будет играть за 11-12 место с сборной командой Среднеколымского улуса. Первая партия началась. Первое очко выиграно командой Татинского улуса. Основной доигровщик Руслан Давыденко выигрывает второе очко. Мощным нападающим ударом. Мяч пролетел между блоком и антенной. Попал в аут. Руслан Давыденко. 1-1 отсчет. Не смог поднять мяч Виктор Лукин в защите. 2-1. Еще становится 2-1. Денис Слепцов. В аут посылает мяч Денис Слепцов. 2-2.
2. Средний возраст команды Татинского Улуса составляет 20 лет. Это очень молодая команда, участвующая в данных соревнованиях. Ну а средний возраст команды Горного Улуса 28 лет. Но это уже 3, более 2. возрастная команда. Тем временем счет становится 3-2 в пользу команды Горного Улуса. Сергей Голоков подключается с задней линии, выигрывает 3-3. третье очко и сравнивает счет партии. Иван Потапов, капитан команды Татинской, цепляет блок мяч. Мощный акцентированный удар у Руслана Давыденко. 4-3. 4-3. Иван Потапов продолжает подавать. И снова подключается к атаке с задней линии Сергей Голоков. Приносит очередное очко. 5-3. Хорошая подача. Ошибается лидер команды 6-3. Горного Улуса Саргалан Яковлев. Хотел перебросить через блок, но попал в трос. 6-3. Эйс в исполнении Ивана Потапова. При счете 3-7 команда Горного Улуса берет тайм-аут. Команда Татинского Улуса, несмотря на свой возраст, очень амбициозная, всегда нацеленная на победу. Игроки играли в юниорских сборных, выступали в первенстве республики, в чемпионатах республики среди юниоров. Играли в отборочных соревнованиях Дальневосточного федерального округа. Лидер команды — это Сергей Голоков. Это тоже лидер команды Иван Потапов, капитан команды. Не стал рисковать после перерыва. Виктор Лукин, уже основной доигровщик 4-7. сборной команды Горного Улуса, приносит 4-е очко. Ошибается связующий команды Татинского Улуса. Да, очень была 5-7. низкая траектория принятого мяча. 5-7. Аут. Улетает мяч после подачи Виктора Лукина. 8-5. Немного не доводится мяч. Саргалан Яковлев. Ошибка при постановке блока 6-8. татинских волейболистов. Задевает сетку Янсен Докторов. Связующий команды на подаче Олег Николаев.
Сергей Попов. Сергей Голоков. Извиняюсь. В аут. На этот раз улетает мяч. Олег Николаев. Саргалан Яковлев отрабатывает по переходящему мячу 8. и выигрывает 8 очко. Резкая скидка во вторую зону. Аут. 9-8. 4 мяча подряд выигрывает команда Горного Улуса. Еще раз адресованный мяч Янсену Докторову. В аут улетает мяч после нападения Саргалана Яковлева. 9. Ян Попов. И снова Саргалан Яковлев выигрывает очко. 10-9. Очко в очко идут команды в этом игровом отрезке. Скидка со второй задней линии в исполнении Руслана Давыденко. 10-10. Не успевает на этот мяч Олег Николаев. Еще сравнялся. 10-10. Хорошая подача в исполнении Янсена Докторова. Сергей Голоков. Блокаут. 11-10. По пальцам рук Саргалана Яковлева попадает Сергей Голоков. И мяч улетает в аут. Эйс очередной у игроков Татинской команды. 12-10. Сергей Голоков, не успевая на этот мяч, сбрасывает левой рукой в четвертую зону 13-10. и выигрывает 13 очко. Оставляет мяч в игре либер из Татинской команды. Ну и при повторной атаке татинские волейболисты 11-13. Замена команде ошибаются. вместо игрока номер 5 на площадке. Мяч улетает в аут. 23. Замена в команде Татинского Улуса. Вышел игрок под номером 23. Олег Малышев. Вчера тоже выходил на замену. Саргалан Яковлев. Сергей Голоков. Извиняется перед игроком. Проявляет уважение своему сопернику Олегу Николаеву. Очень дружелюбный жест со стороны Сергея Голокова.
Сарглан Яковлев пасует в четвертую зону. Сетки касается игрок 12-14. татинской команды. При постановке блока Сергей Амосов. Ошибается Иван Потапов. 13-14. И счет сокращается до 1 очка. Остается мяч в игре. Сергей Амосов доводит до связующего. Не готов к нападающему удару Виктор Лукин. Ошибается Денис Слепцов, нападая из третьей зоны. И счет стал уже 14-14. Денис Слепцов исправляет свою предыдущую ошибку, 15-14. добивает мяч и выигрывает очко. Вовремя предложил себя связующему. Успевал на этот мяч Сергей Голоков, но немножко 15. по высоте не получилось подбить мяч. В поле попадает мяч после подачи Анатолия Егорова. 15. И команда Горного Улуса выходит вперед. Очередная ошибка у волейболистов Татинского Улуса. 17-15. 17-15. На этот раз Олег Малышев принимает мяч прямо падающий на линию площадки. 16-17. Ошибается Иван Потапов. 18-16. Виктор Лукин. Подключает к нападению Яна Потапова. Яна Попова. Иван Потапов. 17-18. И счет становится уже 17-18. Оставил мяч в игре Сергей Голоков. И 18 очков выигрывает Сергей Голоков. 18-18. Не справился с приемом сильного нападающего удара Сергей Амосов. И мяч улетел в аут. Ответка в исполнении второго номера команды Горного Улуса 18. от Эркюна Наумова. 19-18. Олег Николаев подает. Хороший прием. Никто не постраховал на задней линии Сергея Голокова. И мяч попадает обратно в площадку Команде Татинского Улуса. от рук блокирующего Эркюна Наумова. 20-18.
И при счете 18-20 перерыв. Вперед команда Татинского улуса. Турнин Иван советует своим подопечным, чтобы они совершали меньше ошибок. Подбадривает Яна Попова. И снова грубая ошибка у татинских волейболистов. 21, Мяч 18. после подачи Олега Николаева падает в поле. Сергей Голоков перекидывает 19, аккуратно блок и выигрывает 19 очко. Ян Попов на подаче. Сергей Амосов. И снова ошибка Ивана Потапова. 22, 19. Касается Команде сетки Горного Иван Луса Потапов. вместо номер 2 на площадку Это, выходит игрок извиняюсь, номер 5. это не Иван Потапов, Аял Сабит. блокирующий игрок Татинского улуса задел сетку. И счет становится 22-19. И снова ошибка у игроков татинской команды. Третья подача 23, уже 19. падает на площадку татинской команды. И разрыв увеличился до 4 очков. Аут. Улетает мяч. 20-23. Олег Малышев на подаче. Подключается к атаке Виктор Лукин. 8-й номер Анатолий Егоров сбрасывает 24, мяч 20. в пятую зону. Выигрывает 24 очко. Первый сетбол у команды Горного Улуса. Не согласен с этим Сергей Голоков. 21-24. Ошибается Сергей Голоков в самом ответственном моменте. Первую партию со счетом 25-21 выиграла команда Горного Улуса. Счет в партиях 1-0 повела команда Горного Улуса. Мало ошибок совершили команды при подаче.
Прозвучал свисток. Судья пригласил команды выйти на поле. Виктор Лукин, Горный Улус, на подаче. Хороший прием. Ян Попов. Очень высоко выпрыгнул. 1-0. 1-0. Ян Попов, 20-летний волейболист, 1,88 м, центральный блокирующий. Эйс в исполнении Яна Попова. 2 очка записывает в свою 2-0. пользу Ян Попов. Успел среагировать на переходящий мяч Руслан Давыденко. 3-0. И 3-е очко выигрывает команда Татинского Улуса. Иван Потапов сбрасывает мяч. 4 тайм-аут команде Горного Луса. И выигрывает 4-е очко при счете 0-4. Тренер сборной команды Горного Улуса берет тайм-аут. Тяжело начинает вторую партию команда Горного Улуса. Проиграла подряд 4 очка. Посмотрим, что будет после перерыва. Ян Попов продолжает подавать. Сарглан Яковлев. И снова блокирующие татинской команды выигрывают очко. 5-0. Это у нас Руслан Давыденко. 5-0. Хороший высокий прием. Оставляют мяч в игре. Руслан Давыденко не стал нападать. Сарглан Яковлев. Блокаут. И 1-е очко зарабатывает команда Горного Улуса. 1-5. Олег Николаев на подаче. Руслан Давыденко. Немного был отведенный мяч. 6-1. Справляется с нападающим ударом Руслан Давыденко. Иван Потапов. Хорошая подача. И снова Руслан Давыденко. Пробивает блок. 7-1. Ошибается Иван Потапов на подаче. 2-7. 2-7. Волну играют игроки татинской команды. 8. Мощно сыграли
8-2. Хорошая, эффективная, результативная комбинация. Украшает дан волейбол. Девятое очко выигрывают волейболисты Татинского Улуса. Сергей Голоков. Целенаправленно подавал именно в край первой зоны Руслан Давыденко. Но, к сожалению, мяч улетает в аут. Саргалан Яковлев подает. Мяч улетает тоже в аут. Обмен любезностями 10. у обеих команд. 10-3. Разрыв 7 мячей сохраняется. Денис Слепцов на ваших экранах. Замечание делается игрокам, запасным игрокам татинской команды. Десять 3. Денис Слепцов на подаче. Хороший мяч достает сетку. Касание сетки показывает судья. 4-10. Да, Олег Малышев касается сетки. Хорошая подача в исполнении Сергея Мосова. Не справляется в защите игроки 11-4. команды Татинского Улуса. После нападающего удара Яна Попова. Еще становится 11-4. Олег Малышев на подаче. Прием. Виктор Лукин. Срывается мяч с руки Виктора Лукина. 4-12. Тайм-аут в команде Горного Луса. И при счете 5-12 второй тайм-аут берет команда Горного Улуса. Застоялись игроки Горного Улуса во второй партии. Не получается у них с приемом. И как следствие недоведенный мяч до своих доигровщиков. Олег Малышев, 18-летний игрок, 1,82 м рост, готовится подать сетку. Задевает Анатолий Егоров. 13-4.
И счет уже становится 13-4. Очень существенный отрыв. Закрывают Виктора Лукина. И 15 и 14 очко зарабатывает команда 14-4. Татинского Улуса. Хороший, грамотный блок выстроили волейболисты Татинской команды. И выиграли 14 очко. Стабильно подает Олег Малышев. Лукин Виктор пробивает блок. Счет становится 5-14. Между рук Яна Попова попадает мяч и улетает в аут. Вовремя сориентировался Иван Потапов по переходящему мячу. 6-14. 6-14. Хорошо приложился Сергей Голоков. 15-6. И выигрывает 15 очко. Сергей Голоков, 19-летний доигровщик, 1,81 м. Основной доигровщик команды Татинского Улуса. К сожалению, 7-15. мяч улетает Замена в аут. команды Горного Улуса. Вместо игрока номер 6 на площадку выходит игрок номер 12. Покидает площадку Саргулан Яковлев. И на площадку выходит вместо него Григорий Румянцев под номером 12. Прием от Руслана Давыденко. А нападающий удар в исполнении Яна Попова. Сам подает, пошел подавать Ян Попов. Не прощает такие мячи Руслан Давыденко. 17-7. 17-7. Успевает подстраховать своих блокирующих Олег Малышев. Но и ошибается при нападении Сергей Голоков. 8-17. Хороший прием. И Денис Слепцов выигрывает очередное очко. 18-8. 18-8. Чуть-чуть немножко по Замена высоте команде Татинского Улуса. мяч Вместо низковат. игрока номер 23 на площадку выходит игрок номер 5. Возвращается на площадку Янсон Докторов. Янсон Докторов. Эйс в исполнении Ивана Потапова. Замена команде Горного Улуса. Вместо игрока номер 3 на площадку выходит игрок номер 5. На площадку выходит игрок номер 5. Аял Сабин. Аял Савин. Заменил он Сергея Амосова, игрока под номером 3. И доверили же сразу связующий Аялу 28. Аялу Замена Савину. команде Татинского Улуса. Вместо игрока К сожалению, он номер 3 на площадку выходит попадает игрок в номер блок. 10. Артем Григорьев. Еще становится 29 в пользу команды Татинского Улуса.
Ошибается Иван Потапов. 9-20. 9-20. Эркен Наумов. Молодой игрок татинской команды. Таланта команда из Горного Улуса. Не справляется с его приемом 20. Сергей Голоков. Еще становится 10-20. Разрыв 10 очей сохраняется. Руслан Давыденко. Виктор Лукин. Сергей Голоков оставляет мяч в игре. Янсон Докторов сбрасывает мяч 21-10. и выигрывает 21 очко. Снова опять Виктор Лукин. Подключался со второй 22-10. с задней линии. Трос в сетку попадает мяч после его нападения. 22-10. Хороший целенаправленный удар 11-22. в исполнении вышедшего на замену 12 номера Григория Румянцева. Мяч попадает в край лицевой линии пятой зоны. Касается сетки 12-22. 10 номер татинской команды. Вышедший на замену это у нас Артем Григорьев. 12-22. Ошибка Григория Румянцева. 12. Конечно, волнение присутствуют. Хороший удар в исполнении доигровщика татинской команды. И мяч от рук улетает до потолка. Крест разыграли татинские волейболисты. Данная комбинация принесла 24 очко. Янсон Докторов. 24 очко у команды Татинского Улуса. Первый сетбол. К сожалению, ошибается Янсон Докторов. 14-24. Замена команде Татинского Улуса. Разрыв 10 мячей сохраняется Номер 23. до Олег конца Малышев. партии. Вышел на площадку Олег Малышев под номером 23. А это у нас Анатолий Егоров готовится к подаче. Высокая траектория подачи. Сергей Голоков. Вторую партию со счетом 25-14. 25 очко выигрывает Татинская Улуса. Счет в партиях 1-1. Замена площадок. Легко выиграли вторую партию игроки сборной команды Татинского Улуса. Резерв имеется.
Команды вышли на площадку. Начинаем третью партию между командами Горного Улуса и Татинского Улуса. Счет в партиях 1-1. Первый судья встречи Семен Афанасьев. Лидер команды Татинского Улуса Сергей Голоков. Номер 1. Сергей Мосов нападает. Простой переброс в исполнении Руслана Давыденко. Лукин Виктор закрывает Лукина Виктора, блокирующие команды Татинского Улуса. Выигрывают первое очко в третьей партии. Вау, улетает мяч после подачи Сергея Голокова. 1-1. Эйс в исполнении Сергея Мосова. 2-1. 2-1. Не рассчитал высоту потолка Сергей 3-1. Голоков. Счет становится уже 3-1. Ян Попов выигрывает второе очко. 2-3. Очень хорошая атака в исполнении Яна Попова. Затяжной прыжок. Оставляет мяч после удара Ивана Лукина. Все равно мяч улетает в аут. Да, не успел 4-2. достать, подбежать к этому мячу Иван Потапов. Прием. Хорошая, эффективная скидка Ивана Потапова. 4. Связующие изредка используют скидку при хорошей доводке. Иван Лукин. Очень низкая передача 4. в его адрес. Но это, конечно, сказывается качество приема. Закрывают блокирующие 5-4. Гаврила Власова. И уже команда Татинского Улуса выходит вперед. Подключается к атаке Виктор Лукин. Немного не 5. хватило высоты у Олега Малышева, чтобы заблокировать Виктора Лукина. Еще становится 5-5. Хорошая подача в исполнении Виктора Лукина.
На авось нападал Олег 6, Малышев. 5. Попал в трос. 6-5. Чаша весов качнулась в сторону Горного Улуса. Да, неудобная передача для Руслана Давыденко. 6, 6. Доигровщик не растерялся. От блока послал мяч в аут. 6-6. Сарглан Яковлев. Да, перемудрил либера команды 7, и 6. проиграл 7-е очко. Сергей Голоков 7. надежно сыграл в этой ситуации, несмотря на двойной блок. Мяч перекатился, провалился между руками блокирующих и сеткой. 7-7. Сарглан Яковлев посылает мяч в аут. 8, 7. Да, мяч даже коснулся антенны. Денис Слепцов на подаче. Олег Малышев сбрасывал мяч, еле-еле успел. 9, 7. Команда Татинского Улуса выигрывает 9-е очко. Продолжает подавать Денис Слепцов. В поле попадает мяч. Десять, 7. Ошибка, кажется, была у игроков. У игрока Татинского Улуса. Продолжает подавать Денис Слепцов. При счете 7. Передача была адресована команде Горного Улуса. Эркену Наумову. Не справился с данной передачей. И при счете 7-11 перерыв берет команда Горного Улуса. Повторю слова игроков Горного Улуса. Они говорят, что при хорошем приеме пропадает пас. Это оно так и есть. Это не только у них, а в целом в волейболе. Подключают Руслана Давыденко с задней линии. 12, 7. Пайп сыграли игроки Татинской команды и выиграли очередное очко. Хорошая результативная комбинация. Сергей Мосов. Трос атакует Сергей Мосов. 13-7.
Сарглан Яковлев 8, обыгрывает 13. блок. Блокирующие закрывали линию. Аркадий Наумов, второй номер. Молодой игрок в команде Горного Улуса. Ошибка при второй передаче. 9, 13. Достает этот мяч Ян Попов. 14, 9. Хороший нападающий удар в исполнении Яна Попова. Сегодня Олег Малышев вышел в числе основного состава сборной команды Татинского Улуса. Надежно играет в этой встрече. Не разбираются игроки Горного Улуса. При счете 9-15. Тайм-аут. И счет становится уже команды Горного Улуса. 9-15. Поникли игроки команды Горного Улуса. Вчера был очень мощный боевой настрой у этой команды, особенно когда они играли против команды города Якутска. Вытащили одну партию. Игра была очень интересной, динамичной. Но сегодня, конечно, день четвертый. Уже, наверное, игроки подустали. 10-15. 10-15. Снова ошибаются при постановке блока игроки Горного 16-10. Улуса. 16-10. Сергей Голоков. Ваут. 17-10. Атакует Сергей Амосов. Ну а Сергей Голков продолжает подавать. Хорошая подача. Мощный удар в исполнении Виктора Лукина. 11-17. Мощно приложился к этому удару. Да. Был на месте 17-й номер либера команды. Но не смог смягчить этот сильный нападающий удар. Достали мяч игроки татинской команды. Еще раз сыграл в защите надежно либера команды. Ян Попов. Подключается Ян Попов. Замена команде Горного Улуса. Вместо игрока номер 3 на площадку выходит игрок номер 5. И выигрывает Аял Савин. 19 очко. Ян Попов на ваших экранах. Да, немножко мяч перелетает площадку.
13-18. Низковат мяч для Руслана Давыденко. Блокаут в исполнении Ивана Лукина. 13-18. Счет сокращается. 13-18. Близко к центру переместился либеро команды. Вау! Улетает мяч после нападающего удара у Руслана Давыденко. Счет становится 14-18. Разрыв в счете сокращается. Да, не успевают выставить блок на нападающий удар В счете 18-15. Тайм-аут Виктора команды Лукина. Татинского Улуса. И в пересчете 18-15 тайм-аут берет команда Татинского Улуса. Главный тренер Иван Турнин порекомендовал акцентировать внимание при постановке блока в третьей и в четвертой зоне основных игроков. Да, основной у них сейчас игрок Горного Улуса стоит в четвертой зоне. Оставляет мяч в игре. Да, не смог заблокировать Виктор Турнин 19-15. нападающего Дениса Слепцова. 19-15. Хороший мощный удар у Виктора Лукина. 16-15. Методично Замена команде пробивает Татинского блок. Улуса. Вместо игрока номер 23 на площадку выходит игрок номер 5. Янсон Доктор. Вот вашему вниманию как раз Виктор Лукин. 16-19. Счет третьей партии. Низкий мяч атакует Денис Слепцов. И мяч улетает в аут. 17-19. Разрыв сократился до 2 мячей. Увы, Виктор Лукин подает в аут. И 20-е очко зарабатывает команда Татинского Улуса. Достают мяч в защите игроки татинской команды. Сарглан Яковлев. Да, не успевает подбить отскочивший от блока мяч Денис Слепцов. (18-20). Очередная ошибка у игроков команды Горного Улуса. Олег Николаев посылает мяч в аут. Да, сейчас самый ответственный момент у обоих команд. Сарглан Яковлев, Ян Попов. Да, в аут улетает мяч. На площадку возвращается Сергей Амосов.
это у нас Денис Слепцов на подаче. Среагировали на отскочивший от блока мяч татинские волейболисты. Но, к сожалению, Руслан Давыденко посылает мяч в аут. 19 очко выигрывает команда Горного Улуса. Молодой перспективный игрок Эркен Наумов. Подключается к комбинации волна Сергей Голоков. 23 очко выигрывает команда Татинского Улуса. Заменяют Янсен Докторова. Вышел на площадку Олег Малышев. Будет подавать. Восемнадцатилетний волейболист Олег Малышев. Восьмой номер Анатолий Егоров. Выигрывает 20 очко. Снова не поняли друг друга связующий и Руслан Давыденко. Да. Две ошибки подряд у игроков Татинского Улуса. И счет уже становится 21-23. Саргалан Яковлев на подаче. Первый судья подзывает капитана команды Татинского Улуса. Сделал какое-то замечание. Первый судья встречи Семен Афанасьев. Вау! Улетает мяч. За голову хватается Саргалан Яковлев. Был шанс сократить разрыв до одного мяча. Но в игре всякое бывает. 23-1, 23-21. Да, не прощает такие мячи высокорослый Руслан Давыденко. И со счетом 25-21 третью партию выиграла команда Татинского Улуса. Счет встречи 2-1 в пользу команды Татинского Улуса. Очень много ошибок совершили обе команды. Хотя я подсчитывал ошибки при исполнении подачи. Они минимизированы. В иных играх было намного больше.
tahu juga ya. Kita ada bakal antak tersangka barang bukti. Четвертая партия встречи между командами Татинского Улуса и Горного Улуса. Счет 0-0. Ошибается Саргалан Яковлев. Да, перемудрили. Связующий. И Анатолий Егоров друг друга. Руслан Давыденко выигрывает второе очко. С минимальными эмоциями начинают четвертую партию обе команды. Не успевает после мощного удара Сергея Амосова Олег Малышев за мячом. Олег Малышев и Сергей Голоков. Сетки касается Руслан Давыденко. С желанием мощно пробить. Да, задевает сетку. В аут посылает мяч Сергей Амосов. 4-2 в пользу команды Татинского Улуса. Иван Потапов. Хороший прием в исполнении либера. Ну и Виктор Лукин. Хорошую передачу преобразовывает выигрышное очко. 3-4. К сожалению, очередная ошибка. 5-3 в пользу команды Татинского Улуса. Руслан Давыденко будет подавать. Простой переброс. Атаковал Эркен Наумов. Да, и мяч высокий. И мяч не по высоте. Ошибается Руслан Давыденко. До этого подавал очень надежно, практически без ошибок. 4-6. Олег Малышев. Надежно проводит эту встречу Олег Малышев. Закрывает Эркен
Эркен Наумов Руслана Давыденко. И счет становится 5-7. Крест разыграли игроки Татинской команды. Не получилось. Под прыжку шел на этот мяч Сергей Голоков. Шесть-семь. И снова Олег Малышев. Не подстраховали своего нападающего игроки Татинской команды. Семь-семь. Не получилось перебросить яму Попову. Ну а Саргалан Яковлев зарабатывает 8-е очко и выводит свою команду вперед в 4-й партии. Хорошо, стабильно подает Олег Николаев. Да, чересчур широкий мяч для Сергея Мосова. Ну, исправил ошибку своего связующего Сергея Мосов и выиграл 9-е очко. Ошибка после некачественного приема. И при счете 7-10 первый тайм-аут берет команда Татинского Улуса. Начало 4-й партии вообще не похоже на концовку 3-й партии. Подбадривает своих подопечных Иван Турнин. Еще раз повторюсь, что это его воспитанники. Аут. Смахивает Саргалан Яковлев. Да, колено об колено ударились. Олег Малышев держится за ступню. Сейчас врач заморозит сустав. Я думаю, что он вернется в строй. Нет, все-таки заменяют Олега Малышева. Кажется, да, подвернул Олег Малышев ногу. Ой, да, подвернул ногу Олег Малышев, левую ногу. Янсан Докторов на ваших экранах. 8-10. Ошибается при подаче Янсан Докторов. И счет становится 11-8. Прием. Первый темп. Ян Попов практически атаковал без блока. Не успел выпрыгнуть на блок Анатолий Егоров. 9-11.
12-9. Попадает в поле Саргулан Яковлев. Виктор Лукин. Сергей Голоков. Саргулан Яковлев приносит 13 очко своей команде Саргулан Яковлев. Хорошо проводит игровой отрезок Саргулан Яковлев. Остается мяч в игре. Еще раз. Да. Ошибается Руслан Давыденко. И счет становится 14-9. С третьего раза пробивает блок Руслан Давыденко. Вау! Уходит мяч после нападающего удара Виктора Лукина. Сбрасывает аккуратно Анатолий Егоров за блок. Четвертый метр. И выигрывает 15 очко. Сергей Амосов ошибается в самый ответственный момент. 12-15. Поле показывает линейный судья Иван Потапов. Хорошая подача. Мощный удар в исполнении Виктора Лукина. Да, не успели закрыть, пристроиться друг к другу блокирующие команды Татинской команды. Остается мяч в игре. Еще раз нападение через Руслана Давыденко. Блок. Не получилось обвести высоченный блок татинской команды Виктору Лукину. Да. Попадает он в руки Дениса Слепцова. — 14-16. Потихоньку додавливают игроки сборной команды Татинского Улуса. 15-16. Немного ошибается связующий команды Горного Улуса с адресом. Надо было максимально загружать в этот момент Виктора Лукина. Вот уже 16-16. И при этом счете команда Горного Улуса берет тайм-аут.
максимально загружать Ивана Лукина, держать в горячем резерве Саргалана Яковлева с задней линии. Сейчас нужен хороший прием игрокам Горного Улуса. Ошибается Денис Янсон Докторов при второй передаче. Подарок 17-16. Виктор Лукин. Успевает на сброс. Ян Попов. Сергей Голоков. Выигрывает очко. 17-17. Денис Липцов на подаче. Саргалан Яковлев. Да, чуть-чуть не хватило либеро команды оставить мяч в игре. Мяч полетел прямо в руки. Да, в самый последний момент среагировал на отскочивший мяч от блока. Тачская команда вышла вперед. Да, грубая ошибка. И счет уже становится 19-17. Да. Не успел отойти к задней линии Саргалан Яковлев. И снова ошибаются игроки Татинской команды. Две грубых ошибки в конце в этом игровом отрезке. И счет становится уже 20-17. Отдали без борьбы пару мячей волейболисты Горного Улуса. И дали возможность команде Татинского Улуса вырваться вперед на 3 очка. Передняя линия атаки. Олег Малышев вернулся в строй. Все обошлось благополучно. Оставляют мяч в игре. Подключают к нападению Сергея Голокова. 21 очко зарабатывает Сергей Голоков. Благодарит его Олег Малышев. Прием. Уверенно сыграл второй номер Эркен Наумов. Принес команде 18 очко. Да, ошибается Сергей Попов. Извиняюсь, Сергей Голоков. 19-21. Хорошо выпрыгнул, да, обводил блок. Хороший прием. Ян Попов выигрывает 22 очко.
Болельщики команды Татинского улуса оживились. И ошибка была, что ли, у Ян. Да. Ошибка была у игроков Татинской команды. Мяч перешел в сторону игроков Горного улуса. И при счете 20-21, при счете 21-20 перерыв брала команда Татинского улуса. Интересная концовка. Встреча между командами Татинского улуса и Горного улуса. Победитель встречи будет играть за 9-10 место. Проигравший будет играть за 11-12. Ян Попов выигрывает очко. Мяч подлетел высоко над блоком. Олег Малышев готовится к подаче, настраивается. Эйс! В исполнении Олега Малышева. Счет становится 23-20. Не справляется с приемом Анатолий Егоров. Второй брейковый мяч необходимо выиграть команде Татинского улуса и максимально приблизиться к победе в этой партии. Оставляет мяч в игре Руслан Давыденко. Сергей Голоков переводит мяч по линии. Это его излюбленная тактика нападения. Перевод по линии. 24-20. Первый матч-бол у команды Татинского улуса. Виктор Лукин. Да, не постраховывают ребята своего нападающего. И со счетом 25-20 завершается четвертая партия. Счет встречи 3-1 в пользу команды Татинского улуса. Поздравим сборную команды Татинского улуса с победой в этой встрече. Пожелаем дальнейших побед на спортивных играх народов Якутии. Очередная встреча у нас состоится в 12:00. Встречаются команды Северо-Восточного федерального университета и Намского улуса. Эта борьба будет за 5-8 место. И в 16:00 команда Чурапчинского улуса и Меганакангаласского улуса.